В эфире новости, в студии Анастасия Кобузева. Здравствуйте. Вот главные темы. Обеспечить россиян вакциной от коронавируса планируют за год. Как будет развиваться Оленёкский район с новой стратегией арктической зоны республики? Якутск накрыл дым от лесных пожаров в Кобяйском и Усть-Алданском районах. Полностью обеспечить россиян вакциной от коронавируса планируют за год. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от COVID-19 первыми получат медицинские работники и учителя. Гинзбург отметил, что количество доз препарата будет достаточным, чтобы обеспечить первых получателей. Он также рассказал, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны, однако не уточнил, какие именно. Ситуация с распространением COVID-19 в Якутии остается напряженной. За сутки коронавирусом заболели еще 55 человек. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина. География следующая. 37 случаев в Якутске, 5 в Мегино-Кангаласском районе, по 4 в Татинском и Чурапчинском, по 2 в Алданском и Верхоянском, 1 в Нюрбинском. Особый резонанс вызывают случаи, которые осуществляются, которые имеют место в Верхоянском улусе. Здесь я хочу обратить внимание на такую ситуацию. Вся ситуация в Верхоянском улусе – это прежде всего и для жителей Верхоянского улуса и для тех земляков, которые переживают за тех, кто живет в Верхоянском улусе. Вся ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. 10 с лишним дней, почти 11 дней, в Верхоянском улусе работал первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия, который оказывал и методическую, и необходимую медицинские консультации вместе с практикующим инфекционистом, который был по просьбе жителей специально направлен в больницу Верхоянского улуса. Сейчас в больнице находится 4 больных, и мы ждем их скорейшего выздоровления. Я прошу непосредственно обратить внимание на то, что те обращения, которые идут по Верхоянскому улусу, все будут достаточно четко, особенно по одному из небольших населенных пунктов, по кому как Орылах, будет отдельно рассмотрены, и при необходимости будут приняты дополнительные меры. Также во время брифинга Ольга Балапкина заявила, что тестирование на коронавирус станет более доступным в Якутии. Связано это с тем, что на прошлой неделе в столице региона открыли еще одну лабораторию. Отметим, что за минувшие сутки лаборатории республики провели 2540 исследований на коронавирус. Массовые мероприятия в российских школах будут запрещены до 1 января 2021 года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. При этом День знаний пройдет в традиционном очном формате. Министр отметил, что сейчас по всей стране идет подготовка к новому учебному году. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее подписала постановление о санитарно-эпидемиологических правилах по работе образовательных организаций в условиях коронавируса. К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, максимальное разобщение детей из разных групп и классов. Министерство просвещения России предупредило регионы и администрации школ о недопустимости каких-либо поборов с родителей, включая сбор денег на средства защиты и гигиены здоровья. Подобные жалобы от родителей поступили на горячую линию ведомства. Министерство сейчас проверяет информацию в регионах. И при подтверждении каких-либо случаев подобная деятельность со стороны администрации школ будет пресекаться. Глава Якутии Сан Николаев утвердил стратегию развития арктической зоны республики. Церемония подписания документа прошла в селе Оленёк. Стратегия развития арктической зоны на период до 2035 года нацелена на повышение качества жизни якутян, проживающих в арктических районах. Тему продолжит Юрий Осипов. Часто молодежь не хочет оставаться на селе, тем более на севере. Эта проблема объединяет все небольшие поселки. Но сегодня из этого правила все больше исключений. Алексей после окончания учебы в Якутске сразу вернулся в родной Оленёк и с 2017 года работает здесь специалистом социальной защиты. Живут моя семья, я здесь родился, и я горжусь своим народом. И
усиленно прилагаю все мои силы, чтобы мой оленек, наш оленек, он развивался. И это сказано тем, что здесь, несмотря на то, что есть определенный кадровый голод, но если постараться, если найти хорошие пути, то можно найти хорошую работу, которая очень даже хорошо оплачивается. Традиционная отрасль Оленёкского района – оленеводство. Сегодня количество оленей здесь составляет более 4,5 тысяч и ежегодно неуклонно растет. При этом местные оленеводы стараются следить и за сохранением древних традиций ремесла. Традиционное ведение оленеводства очень хорошо сохранено в нашем районе, несмотря на то, что мы их обеспечиваем техникой. Мы все равно, как и в былые времена, умеем обучать верховых оленей. Мы все традиции, которые нам были переданы от наших старших братьев и отцов, мы все это сохранили. У нас есть кочевая школа, у нас был открыт кочевой детский сад. Поэтому женщины, которые работают в оленеводстве, они с радостью и удовольствием уводят своих детей, кочуют вместе со своими детьми. Здесь также идет быстрыми темпами социально-экономическое развитие. В Оленёкском районе активно реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилья. Также ведется строительство новых социальных объектов – электростанции, котельной, детского сада. Известно, что вот Верхнемунское месторождение, алмазы, также там Торское месторождение. Вот это все наше будущее. Мы стараемся обучать нашу молодежь промышленности. И Александр Иванов ставил задачу, чтобы нашей молодежи больше было в промышленных предприятиях, чтобы они обучались промышленным специальностям. Развитие Оленёкского района и всей арктической территории Якутии получило новый импульс. В селе Оленёк глава региона Айсен Николаев подписал стратегию социально-экономического развития Арктики. Зоны Республики Саха-Якутия на период до 2035 года. Основными приоритетами стратегии развития Арктики станут социальное, промышленное, транзитное, экологическое и инновационное направление. Документ станет основой для проведения единой государственной политики в Якутской Арктике, площадь которой составляет больше половины всей территории республики. Конечно же, важнейшим сейчас стимулом для развития Арктики Якутии является развитие промышленности. Мы видим, что здесь ряд проектов уже сегодня на стадии реализации. Это не только традиционная алмазодобывающая промышленность, но и промышленность, связанная с добычей редкоземельных металлов. Есть интересные подходы к развитию нефтяной, газовой промышленности. При всем при этом мы должны четко придерживаться самых жестоких, я бы даже сказал, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера. В документе арктические районы разделены по бассейновому принципу на Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую и Колымскую группы улусов. Оленёкский район входит в Анабарскую группу и вместе с ней является лидером среди арктических районов по показателям социально-экономического развития. Именно эта группа станет пионером, который позволит прогнозировать возможности и угрозы для других 4 групп. Юрий Осипов, Оленёкский район. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко оценил ход строительства детских садов и школ в Якутске. Он отметил, что возведение новых объектов необходимо начать одновременно с корректировкой проектной документации, чтобы не отставать от графика и успешно пройти повторную государственную экспертизу. Андрей Тарасенко при осмотре строящегося трехэтажного пристроя к школе номер 31 отметил недостаточное количество рабочей силы для имеющегося объема работ. Подрядчики говорят, есть риск не уложиться в срок из-за неучтенных работ по благоустройству и выносу электрических сетей. Исполняющий обязанности премьера республики поручил министру строительства контролировать завершение работ. Якутск окутал дым от лесных пожаров. Его принес северный ветер с Усть-Алданского и Кобяйского районов. Об этом сообщил начальник якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов. Он отметил, что если ветер поменяется, то дыма не будет. Также, по словам Владимира Леонова, на территории республики действует 5 пожаров. В Ленске, Якутске и Намцах очаги локализованы. В Якутии начался осенний сезон охоты на водоплавающую дичь. Охотники уже получили разрешение. Ивана Филиппова решила узнать, насколько затратен этот вид охоты и сколько готовы платить мужчины за такое удовольствие. Если дождь будет, то вот лучше брать дождевик, конечно, чтобы не промотать, чтобы не заболеть.
Резиновая лодка, палатка, манки – это только малая часть вещей, которые необходимы для охотника. Максим Афанасьев, житель Мирного, начал готовиться к осеннему сезону еще с весны. Говорит, процесс подготовки не менее увлекателен, чем сама охота на уток. Я большую половину раздаю. Как бы больше от этого удовольствия получаешь. Друзьям, родственникам, родителям отправить там в Якутск. В этом году стрелять уток можно будет в ночь с 14 на 15 августа. Только в Мирном ружье расчехлят около 500 охотников-любителей. Осенью спрос на разрешение более высокий, потому что разрешение выдается на 2 срока: и на осенний, и на весенний срок охоты. По нормам гуси осенняя охота 10, весенняя охота 7 особей, утки осенняя охота 50, весенняя охота 30. Сегодня охотиться стало модно, говорят специалисты. Однако это увлечение не из дешевых. Одно только ружье стоит от 25 до 150 тысяч рублей. Плюс сопутствующее снаряжение, одежда, продукты и, конечно, топливо для техники. Итого в среднем выходит около 100 тысяч. Многие охотники приобретают вездеходы. Они незаменимы в бездорожье, говорят эксперты. Снегоболотоходы преодолевают любые препятствия за счет использования колес сверхнизкого давления. Это вездеход «Фантом», он обошелся где-то 750 тысяч. Плюс еще, если дорабатывать, да, он голд такой, то есть с завода идет без подкрылок. То есть если это все доработать и суммировать, то там под 1 миллион может выйти. Мы решили узнать, сколько стоит утка в магазине. Например, вот такая вот тушка весит где-то больше 2 килограммов и стоит примерно 800 рублей. Если поделить 100 тысяч на 800, то это будет примерно больше 120 уток. Да, охота – дорогое удовольствие, согласятся не только сами охотники-любители, но и их жены. Однако Лана Крылыкова уверена, ароматный суп из свежей дикой утки не сравнится с магазинной. Для меня, как жены охотника, это прежде всего не увлечение, не хобби мужа, да, а пища. Он добывает все это свежее, все это дает нам природа. Вот, и поэтому я считаю, что оно того стоит. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». На этом все, не переключайтесь.